Уважаемые читатели, пока вы рассаживаетесь, чтобы каждому было комфортно, Бурлон, добрый день. Мы рады, что тема родословия вызвала такой живой отклик. Признаемся, она и в наших сердцах давно как бы зрела, и попыток было предпринято, ну, таких на уровне отдела тоже много. И мы решили пока назваться ОрдФу. Никакого, что называется, организационного мы себе сообщества не делаем. Будем ли мы клубом вместе с вами, будем ли мы каким-то сообществом, будем ли мы исследователями. Пока это давайте на лодку со всеми вами мы хотим решить. И первая встреча, она будет носить, конечно, больше вот такой информационно-организационный, может быть, характер. Хотели бы выслушать, потому что мы знаем, что среди вас есть и те, кто тему родословия знает и может нам лекции прочитать. Вот, Татьяна Васильевна Семяшкина, очень приятно, что она приехала и с нами. И поэтому просим не судить строго, все-таки эта встреча будет носить такой организационный характер. Нам очень приятно, что Леонид Аркадьевич Козьюров, представитель Национального архива, начальник отдела выдачи справок, да? Нет, публикаций в эксплуатационных документах. Прошу прощения, Леонид Аркадьевич согласился тоже нам рассказать о том, какая работа предшествует, ну, если мы говорим про составление родословной, какая работа предшествует этому этапу. И поэтому Лена Гелевна, сотрудник нашего отдела, она тоже подготовила информацию. Поэтому давайте начинать. Мы всех очень рады видеть. Леонид Аркадьевич, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. По интересам получается по генеалогической проблематике. Это действительно вопрос, который сейчас в последние годы очень широко и обсуждается, и действительно все больше и больше людей присоединяются к изучению своих родословных. И вот даже видно по нашему архиву, что количество и людей, которые обращаются за получением информации из других регионов, из других городов республики, сами может приехать, и количество тех людей, которые работают в читальных залах, ежегодно увеличивается. Для сравнения просто скажу, вот буквально несколько лет назад, те, кто у нас работает в читальном зале, знают, у нас стояло всего 2 компьютера. Сейчас у нас 5 компьютеров, то уже не хватает. Не больше, чем на полдня человека записываем, очередь у нас уже на неделю вперед. Поэтому, понятно, это вот действительно самый яркий признак тому, что история своего рода, или даже вот история фамилии, история села через историю родов, это, конечно, действительно тема очень актуальна. Вообще надо сказать, что и мы, архивисты, и вот те, кто занимается с изучением своих предков, своей родословной, они решают 2 задачи. Первая задача, это, конечно, задача, то, что мы вводим в научный оборот новые, малоисследованные фонды. Причем, конечно, те, кто занимается уже не первый год родословием, они, пожалуй, делают большую работу, чем делаем мы, архивисты, но я имею в виду конкретно Национальный архив Республики Коми, потому что круг фонда, круг документов у нас ограничен. Естественно, что мы не выходим за пределы нашего архива. И вот благодаря вам, те, кто занимается этим, появляются и исследования, то есть родословия пофамильные, появляются даже, вот я специально посмотрел вот издания, которые были подготовлены Анной Николаевной Сипковой, так, да, христианское родословие, по-моему, ей все было подготовлено. И, конечно, мы тоже в какой-то степени стараемся не отстать, мы создаем различные информационные ресурсы, которые помогают в первую очередь нам и, конечно, во вторую очередь тем, кто приходит к нам в архив, осуществлять более быстрый поиск необходимых фактов из истории ваших родов и семей. И вторая, конечно, задача, которую вот мы тоже совместно решаем, это прививаемый интерес. Потому что я думаю, что если лет 10 назад мы бы собирались, вот те, кто интересуется, нас было бы намного меньше. Сейчас действительно очень приятно видеть, тем более люди абсолютно вот разных возрастов, можно сказать, чуть ли не с детского садика и до пенсионного возраста. Это, конечно, действительно очень важно. Вообще надо сказать, что впервые вот термин генеалогия появился в конце 80-х годов. Его сформулировал достаточно четко и подробно советский историк, который умер в 1990 году, Владимир Борисович Кобрин. То есть очень коротко и ясно. Генеалогия – историческая дисциплина, занимающаяся изучением состояния родословных, выяснением происхождения отдельных родов, семей и лиц и выявлением их родственных связей.
Конечно, многие идут дальше изучения родословий, потому что изучают еще и биографию отдельных представителей семей, но это уже не столько родословно, сколько биографическая информация, она составляется на каждого человека отдельно. Но оба эти направления, и родословные, и биографические исследования, они, конечно, взаимосвязаны и взаимодополняют. Просто, чтобы не возвращаться, я хочу сказать, что, конечно, очень важно, когда работаем мы с метрическими книгами или с другими источниками по родословным, это очень важно все-таки, это прекрасно все знают, те, кто занимаются в научных или учреждениях библиотечного типа, музейного типа, это очень важное основание. Основание, то есть где были найдены документы. Поэтому вот все, кто там обращался и получают, значит, архивные справки, они все прекрасно видят, что у нас всегда есть основания. То есть конкретно можно поднять потом по итогам наших поисков конкретный документ, можно снять копию с документа, то есть действительно увидеть реальное отображение документа той эпохи, где написана история, какие-то факты приведены из истории вашей семьи. И в этом плане, при всем уважении к Анне Николаевне Сивковой, очень жаль, что она здесь не присутствует, конечно. Но вот я посмотрел, вот там, к сожалению, абсолютно нет оснований. То есть это, конечно, фактический материал есть, но если человек захочет узнать, а где же эта информация, откуда же получена, где же мы можем найти, к сожалению, этого нет. И вот это вот большое упущение. Поэтому здесь, я хочу сразу сказать, всегда, когда вы выписываете откуда, из какого архива, из какого фонда, из какой описи, из какого дела, с каких листов вы взяли информацию или сделали копию. Это обязательно. Это пригодится и вам в будущем при поиске, это, конечно, и пригодится тем, кто будет продолжать ваши изыскания. Конечно, наиболее востребованными, пожалуй, наиболее популярными являются следующие группы, следующие фонды Национального архива. То есть у нас это, прежде всего, это коллекция метрических книг. В ней сейчас в настоящее время содержится более 1100 единиц хранения. Причем эти единицы хранения от небольших, значит, по объему метрических книг, по отдельным церквям, то есть несколько десятков страниц, до толстенных талмудов, 1500–2000 листов объемов, то есть они даже практически иной раз для некоторых людей и неподъемны. Конечно, у нас есть также достаточно большой объем подобного рода информации, имеется и в уездных духовных правлениях. У нас есть 3 фонда духовных правлений, значит, то есть по документам 3 уездов, которые располагались на территории нынешней республики Коми. Это Печорский уезд Архангельской губернии и Вологодский, Ялинский уезд, Уссурийский, Ялинский и Уссурийский уезд Вологодской губернии. Фонд уездных духовных правлений. И, конечно, у нас есть еще небольшое количество отдельных фондов церквей. Ну, в основном документы, потому что церкви они вошли в фонды уездных правлений или просто не сохранились. Самые, конечно, популярные документы — это являются метрические книги о рождении, браке и смерти, исповедные или исповедальные ведомости. Кстати, иной раз спрашивают, как правильно, исповедные или исповедальные, оба варианта правильные. Но если следовать тому, как написано, то, конечно, написаны исповедные ведомости в самом документе. И третий вид — это клировые ведомости, но это уже документы более узкоспецифичные, они более касаются, значит, церкви. Ну и прежде чем мы рассмотрим конкретно документы, и вот я не знаю, вот из вас кто-то работал с архивными документами, поднимите, пожалуйста, руку, не стесняйтесь, кто работал с архивными документами. Ага, вот, хорошо. То есть все-таки большая часть не работала, поэтому, думаю, для большей части будет интересно хотя бы посмотреть опыт и так далее. Вообще, при поиске информации о родне, о своих предках, будем говорить так, да, конечно, надо выбрать наиболее оптимальный путь. И вот здесь все зависит от того количества информации, которая имеется у человека на руках. То есть та информация, которая сохранилась от ваших родителей, от ваших бабушек и дедушек, и была передана, где-то вам зафиксирована, или в голове, или на бумаге. И, конечно, здесь зависит еще и от цели генеалогического исследования. Вот всем известно понятие генеалогическое древо, да? То есть вот от одного, условно говоря, человека или вот от пары, да, и вот разветвление происходит, отсекаются боковые и так далее ветви, и в конце концов это дерево заканчивается на, условно говоря, на тех, кто живет сейчас. Но есть еще другой путь поиска. Вот мы тоже все слышали такое понятие, как корни рода.
То есть корни рода – это когда уже от человека, ныне живущего, или последнего представителя рода, идет вглубь. То есть если дерево, оно разветвляется вверх, то корни – это вглубь. Это исследования, они действительно, они сейчас как-то не очень, прямо скажем, не очень популярны. Может быть, потому что, во всяком случае, практически я не видел вот подобного рода схем или изысканий, которые именно бы рассматривают полностью корни рода, то есть все больше и больше ветвления, откуда и так далее. Таких исследований популярно не видел. Но, честно говоря, я, конечно, с этой тематикой не очень связан. Я хоть и исполняю часть запросов, просто мне нравится работать с подобными документами, исполняя запросы по генеалогии, о рождении, браке и смерти, простите, чтобы отвлечь от своей основной работы и расслабиться. Но я действительно таких вот исследований, вот именно, чтобы корневого плана такого, я их не видел. Но это, мне кажется, действительно было бы тоже очень хорошо, потому что, я думаю, любому из вас это тоже интересно, откуда же вот все ваши предки в 5-м, 6-м, 4-м колене, откуда они появились, как их звали и так далее. Потому что, как правило, ограничиваются такие исследования по основной мужской линии. И, конечно, вот еще, что хочу сказать, вот для тех, кто у нас, кто работал в архиве, они, конечно, прекрасно знают, что наши сотрудники архива не всегда оказывают консультативную помощь, насколько могут. А те, кто к нам нас еще не приходил, можете обратиться к сотрудникам читального зала, к сотрудникам вот отдела, которые действительно покажут, подскажут, куда обратиться, с чего начать и так далее. Но прежде всего, вот как я уже говорил, надо собрать максимальную информацию о своих предках. И вот здесь есть следующие условия. Во-первых, надо учесть, что в Национальном архиве документы подобного рода хранятся в настоящее время только до 1923 года включительно. То есть это до революции, это метрические записи, и после революции это уже актовые записи органов ЗАГСа. Вот, значит, только до 1923 года. Поэтому для того, чтобы конкретно что-то искать, после 23 года, то есть 24 года и до настоящего времени, вам надо искать информацию самостоятельно. Но в этом во многом, конечно, помогут специалисты архива ЗАГС. Сейчас, конечно, у них там очень такое сложное название. Отдел по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния Управления юстиции Российской Федерации по Республике Коми. Адрес улица Бабушкина, 10. У них, насколько я знаю, достаточно хорошая электронная база данных, которые помогут найти вам недостающую информацию. Но, конечно, в первую очередь вы, конечно, должны знать сами. Тем более есть еще такой момент. Все-таки вот у нас в Коми, да, многие фамилии были очень распространены. То есть это по районам, по селам, по деревням. И именно тоже, как правило, давались по святым и тоже были очень распространены. Вы знаете, я вот даже просто встречал такие факты, вот меня просто удивляло, как потом люди разбирались. Фамилия, значит, родителей одна, имя то же самое, и только в некоторых случаях отличается отчество. Это может быть на 1 и 2 листа метрических книг. И, значит, при рождении. То есть, понимаете, действительно здесь очень важно знать и год, и имя, и родителей, и так далее, потому что, вот пришлют нам, да, запрос, вот, так, для примера просто. Пожалуйста, найдите нам рождение, скажем так, Панюкова Николая, примерно родился, родился в таком-то селе, да, в такие-то годы. Извините, Панюкова Николая может быть полно. А Поповых, это вообще кошмар сколько. Это же сотни фамилий. А вот сегодня просто, так как, немножко буду тыкаться, просто кого если будут интересовать, я думаю, вам будет полезная информация. Я занимаюсь составлением списка участников Первой мировой войны, те, кто с Коми края, участвовал в боевых действиях, не был признан, был именно участвовал в боевых действиях или служил в соответствующих подразделениях, которые обеспечивали военные части. Так вот, я сегодня столкнулся, Габа, вроде бы фамилия, скажем так, не очень распространенная, кажется, да, но вот представьте себе, почти 200 Габовых. И понятно, там имена и отчества совпадают, год рождения, если неизвестен, там редко писалось в военных списках. То есть понять такую вещь бывает вообще зачастую невозможно. Хорошо, если, дай Бог, они хоть с разных властей, а если они еще с одной области. И вот тоже встречались такие случаи, что пишут, условно говоря, будем так говорить, Габов Николай Иванов I, Габов Николай Иванов II. Или так, третьих еще не встречал, но вторые уже встречались, конечно.
Поэтому, как я уже сказал, до 23-го года у нас информация есть. После 23-го года искать там. Можно сразу спрошу? Вот до 23-го, а с какого года? 1700 А вот или подождите, 1600? я еще скажу. Да, хорошо. Вы не волнуйтесь, я постараюсь ничего не Да. сказать. Значит, что? Вообще, в принципе, самый первый вид документов, самый первый вид, вот, на мой взгляд, действительно, это вот самый лучший, самый полезный при поиске генеалогии, это, конечно, является исповедной ведомости. Это вообще, на мой взгляд, документ, который несет максимальную информационную нагрузку. Почему? Потому что здесь не один человек, а здесь вся семья. И здесь еще также указано и кто, кому кем приходится. Место проживания. То есть, видите, вот здесь можно даже посмотреть, да, населенный пункт. Вот. Крестьянская, да, крестьяне, погост Весенский, вдова. Я не буду читать, просто, понимаете, вот, да, написано, значит, кто его дети, там, может быть, и сноха, и сын, и у сына дочь, и внуки, и все прочее. И причем, что очень важно, здесь еще написано и сколько лет человеку. Это очень позволяет хорошо сразу определить круг поиска. Действительно, этот документ просто замечательный. Но есть один момент, вот так и скажу. Но, к сожалению, исповедные ведомости сохранились, скажем так, не очень хорошо. До 1865 года у нас по Ялинскому и по Сысольскому уезду, примерно с 1790 года, они представлены отлично. С 1790 по 1865 год. Далее они сохранились только выборочно. Выборочно за отдельные годы. Ну, если повезет, конечно, вот в этих выборочных исповедных ведомостях можно найти информацию, если есть эти церкви, населенные пункты. Но действительно, к сожалению, так. А по Печорскому уезду вообще просто печально. У нас вообще нет исповедных ведомостей, к сожалению. И вот это действительно, это очень большая беда. Конечно, с ними работать не так удобно, как с метриками. Но зато если нашел информацию, то это уже, можно сказать, можно искать и в одну сторону, и в другую, и вообще по всем искать. Тем более, что как раз вот наиболее интересные графы, это где указано фамилия, имя, отчество, значит, кто кому кем приходится и сколько лет. Действительно, это очень важная графа. Далее, вот после того, как нашли по исповедным ведомостям, конечно, второй путь, я беру просто как 1865 года, да, второй путь – это метрические книги. Если, конечно, исповедных ведомостей не сохранилось, то, конечно, приходится искать, условно говоря, точечно по метрическим книгам. Метрические книги, они тоже, кстати, они, знаете, вот, еще раз говорю, мне очень нравится с ними работать. Если, конечно, почерк не хороший. Но, как правило, почерк не хороший. И, как правило, они достаточно читаемы. Но вот видите, здесь вообще просто идеальный, можно сказать, вариант почерка метрической книги. Бывает вообще. Потому что и с сильным правым наклоном, и с левым наклоном. И вот, понимаете, вот начинает вот так выделываться, мягко говоря, священник или кто там заполняет, да, что если не знаешь, как, что там написано, то можно только догадаться. Так вот, метрические книги действительно тоже очень важный источник. Причем о рождении, это, конечно, очень важный источник, потому что здесь известно хотя бы, когда человек родился, кто был его отец и имя, отчество матери. Но, на мой взгляд, это все-таки источник, он информативный, но он уступает в какой-то степени, конечно, естественно, исповедным ведомостям. А вот запись о бракосочетании, вообще считаю, это второй после исповедных ведомостей важнейшей записи по генеалогии. Потому что здесь мало того, что фамилия, имя, отчество и невесты, фамилия, имя, отчество жениха, сколько им лет, это уже, понимаете, информация идет, но и откуда они родом. Вот, скажем, здесь я специально привел пример, есть, конечно, так, что-то у меня не перелистнулось. Так. Угу. Я, наверное, перебрал, да, чуть-чуть. Сейчас найдем. Нет, опять не туда, извините.
год. Специально нашел. Почему? Потому что зачастую бывает, что, вот смотрите, вот в метрической книге рождения не указано, откуда невеста родом. То есть пояс уже, в принципе, затруднен. А в записях о браке все указано. То есть вот если здесь речь идет о женихе из деревни, да. Так, это, кстати, метрическая книга Визинской церкви. Но здесь, видите, вот в другом, девица Матрона, да, междатовского прихода, то есть уже получается, нужно искать по другой метрической книге. И, кстати, зачастую бывают записи, особенно, кстати, что интересно, на Печорском уезде, там вообще чуть ли не со всей России бракосочетались и так далее. То есть, ну не скажу, конечно, что каждая вторая, но очень много записей, когда местные заключали брак с приезжими, ну, скажем, со всего севера, в том числе, значит, из других губерний. Кстати, вообще, вот, надо сказать, что метрические книги действительно, они чем интересны, вот, то, что там идут записи о рождении, о браке, как он сказал, и о смерти. О смерти, в принципе, записи, они что дают? Если нашли, хотя бы известно, сколько лет человеку, значит, когда его искать, вот рождение. И очень важно для поминовения, да, то, что где человек был похоронен. Это тоже очень важная информация. Так, ну здесь я хотел, немножко пропустил, но просто чисто для исторической справки. Вообще метрические книги были введены с 1722 года. То есть скоро уже получится, вот, через 3 года 300 лет. 300 лет назад, вот 300 лет, можно сказать, исполняться метрическим книгам. Затем были ряд принятых законов, чтобы упорядочить введение метрических книг 1722 года. В 1802 году метрические книги было запрещено хранить в домах священников, часто дома горели. Ну и, в принципе, сохранность их тоже была метрических не очень, сами понимаете, дома такие ценные документы хранить все-таки не очень хорошо. А вот в 1838 году был утвержден окончательный формуляр, то есть вид метрических книг, вот так, как мы можем их видеть, условно говоря, в нынешнем наиболее используемом виде, вот как тот вид и был. Так, дальше. Так, о браке мы закончили. Так, теперь, значит, мы перейдем к умершим. Но об умерших я уже сказал. Здесь, конечно, очень... Ну, и здесь еще чисто информативный интерес может быть, да, о смерти, после чего человек умер. Кстати, между прочим, в какой-то степени это может быть для тех, кто особо интересуется, и для изучения родовых болезней. Так, ну и, конечно, метрики служили не только для записей. Кстати, что очень важно, я сейчас не знаю, конечно, как у нас архивы ЗАГСа работают, но что очень важно, метрики служили первичным статистическим документом. Здесь вот мы можем видеть, да, то есть фактически за год подведены все итоги. Сколько человек родилось, из них сколько девочек, сколько мальчиков, сколько человек умерло, сколько мужчин, из них и женщин, сколько было заключено браков. И, кстати, вот возраст тоже вот умерших, да, он тоже по возрастам делился, и вот здесь вот, кстати, очень зачастую можно видеть и доказательно видеть, что детская смертность была, конечно, очень огромной. Очень огромной. Так. И что еще хочу сказать. Так, вот, пожалуй, ага. Вы знаете, вот вообще, к сожалению, сохранность метрических книг, конечно, не очень хорошая. Вообще, изначально они заводились в 2 экземплярах. Но из-за всех катаклизмов, которые происходили у нас в стране, но и не только, из-за пожаров и так далее, метрики, вообще сложилась такая ситуация, парадоксально, на мой взгляд. То есть по некоторым областям, ну не будем так, церковным приходам, правильнее формулировка, они сохранились в 2 экземплярах. Ну, конечно, один может быть получше, другой похуже, а по некоторым приходам за некоторые годы вообще ничего не сохранилось. Вообще ничего не сохранилось. И, конечно, вот что еще надо сказать, вот те, кто уже интересуется своей генеалогией за 18 век, им, конечно, приходится обращаться уже в другие архивы, то есть Вологодский, Архангельский или в Российский государственный архив древних актов, года.
ну куда деваться? Потому что, к сожалению, у нас, вот действительно, я считаю, это глупость, преступление или что. В 60-е годы, когда архивы были в системе МВД, Министерства внутренних дел, сверху с Москвы было спущено распоряжение всем областным архивам и республиканским архивам, было такое распоряжение. Метрики занимают много места, они не пользуются спросом, они никому не нужны, а вы, архивисты, все время просите расширять ваши архивы и так далее. Поэтому давайте вот все метрики за 18 век, мы все их уничтожим. Ужас. Ну вот это вот, к сожалению, это произошло в 60-е годы. Метрические книги за 18 век, они, возможно, там еще и попутно еще что-нибудь туда, до кучи, как говорится, уничтожили. Вот у нас, к сожалению, в архиве это произошло. Но я хочу сказать, что в некоторых архивах, не знаю, то ли в силу неисполнительности, то ли в силу того, что думали, пусть лучше полежит где-нибудь, но мы не будем уничтожить такие старые документы, они сохранились. И вот понимаете, вот, наверное, может, там отчитали за уничтожение, а потом хоп, и метрики выползли. И теперь люди могут спокойно пользоваться. А вот у нас, к сожалению, этого не случилось. Но у нас действительно была с архивом очень такая тяжелая. Сколько, потому что, когда я составлял хронику архива, Новоселовский хронику архива, я просто видел, сколько было обращений. Дайте помещение, дайте помещение, дайте помещение. Вот никак вот не давали проблемы. Кстати, вот, между прочим, тот архив, который сейчас на Первомайской 90, он начал строиться в 1976 году. Вроде все было уже решено, и, значит, типовой проект, уже коробку построили, там уже внутри начали, значит, что-то обделывать, а потом раз и заморозили на 10 лет. То есть, ну, значит, более важные дела. И вот 10 лет, к сожалению, объект стоял законсервированный. Поэтому только в 1986 году архив был у нас открыт. Так. И последний вид документов, это, конечно, клировые ведомости. Кстати, клировые ведомости, здесь они, конечно, интересны наиболее для тех, кто занимается изучением своих сел, изучением истории церквей и, конечно, те, у кого в роду были священники. Это действительно, это очень интересный документ, потому что он состоит из 3 частей. Первая часть — описание церкви, ее убранства, когда было построено, из какого материала и так далее. Какие школы при церкви, значит, кто там, какой был причт и тому подобное. Второй раздел, он уже наиболее интересен для тех, кто занимается изучением своих историй, своих предков, священников. Вот вы знаете, до революции составлялись так называемые формулярные списки. То есть, по сути, это вот те же самые трудовые, да, то, что у нас, только они были более подробные. Более подробные. И вот эти во второй части, это своего рода формулярные, скажем так, трудовые записи по каждому священнику, они составлялись от окончания учебного заведения и вот до все перемещения, где что, дети, семья, какие имел награды, поощрения и, наоборот, наказания. И третья часть клировых ведомостей, это тоже очень интересная часть. Почему? Потому что здесь написаны населенные пункты, которые входили в данный приход. То есть вот можно даже найти историю населенных пунктов, когда они впервые упоминаются в клировых ведомостях. И здесь, кстати, написано еще, видите, вот мы можем видеть, да, даже количество жителей, сколько проживало. То есть сколько всего жителей, а также по количеству мужчин и женщин. Так, теперь, значит, просто вот чисто несколько таких еще информационных предложений. Вот к нам в архив поступают запросы о рождении, браке и смерти, в основном, конечно, о рождении, да, чтобы вот установить какие-то сведения. Вы знаете, я честно говорю, мы работаем профессионально, очень качественно, смотрим по разным источникам, не только по этим, у нас еще и другие источники, это всякие списки жителей по властям или по населенным пунктам до революции. Так вот, я хочу сказать, что несмотря на все наши усилия, из 10 запросов мы только 7 запросов даем положительный ответ. Это, конечно, связано не только с тем, и даже я бы сказал, не в первую очередь не с тем, что часть документов генеалогического характера отсутствует, а, пожалуй, с тем, что люди зачастую не дают непроверенные, недостоверные сведения о своих предках, которых они ищут. У нас вообще в практике вот такой вот, нам, условно говоря, надо вот найти, да, сведения о рождении такого человека в таком населенном пункте. По нашим правилам мы
смотрим вот год, который человек показал, еще смотрим 2 года до и 2 года после. Конечно, на практике мы, естественно, мы не любим давать отрицательные, ты понимаешь, что видим это очень интересно, поэтому смотрим на 5, на 10 лет в каждую сторону. И даже вот активно используем такой справочник, как где, условно говоря, эта фамилия по каким еще приходам встречается. Мы тоже смотрим. То есть она может встречаться и по другим властям. Ну, конечно, эта фамилия редкая, понятно, да? И вот видите, все-таки, если на все наши усилия, 3 запроса из 10, они получаются, ответы получаются, к сожалению, отрицательные. И еще, кто будет работать в библиотеке, вот просто уже последнее хочу сказать. У нас в читальном зале есть такая система, база данных Саперион. Кто-нибудь о ней слышал? Нет, да? Вы знаете, вот это вообще вот это... Повторите, пожалуйста, еще Леонид Аркадьевич, название База данных? Саперион. Саперион, он так называется. Саперион. Саперион. К сожалению, писать не могу. Но, вы знаете, вот история с этой базой данных вообще очень печальна. База данных сама по себе хорошая, да, была разработана, конечно, там без учета некоторых наших предложений, поэтому поиск уже не так оптимален, как хотелось бы нам. Изначально она создавалась для чего? Чтобы эта база данных была, вот даже не знаю, потому что я не очень владею информационной технологией, ну вот не на портале, а вот ну, что-то типа портала республиканского, чтобы люди могли искать сведения о своих предках вот на этом портале в базе данных Саперион. А потом оказалось просто, во-первых, на базу данных Саперион были выделены средства только на 2 года. Все. Поэтому уже 5 лет, по-моему, уже 6 лет, честно говоря, не сколько, 4-5 лет, но 4 года как минимум, да, этой базой данных кто и занимается. Вот то, что за 2 года успели набить, причем набивали не профессионалы, студенты набивали, люди со стороны, поэтому, естественно, не могли ошибаться. Вот что им кажется написано, то и могли писать. Единственное, конечно, ошибок не было, это то, что по церквям. Но дело в том, что база данных предполагает очень жесткий поиск. То есть фамилия, имя, отчество. Конечно, вот мы уже какую-то терминологию, вот, конечно, там вводили, то есть, условно говоря, Илья мог записан как Илья, Федор как Феодор, Иван как Иоанн, ну еще подобное, да? Но мы целый даже список большой составляли имен, которые в разных правописаниях. Но вот вся наша работа, действительно, она пошла на смарку, и не только потому, что всего 2 года она заполнялась, но и еще в одном. База данных недоступна ни для кого. Понимаете, вот даже мы в архиве, да, так ее так запаролили, господи. Вот у меня стоит на компьютере 3 раза ее переустанавливали, вернее, пароль 3 раза меняли, я никак не могу войти. Вроде сначала вхожу, потом начинается сбой и так далее. Но в читальном зале она есть. У нас в читальном зале, слава Богу, вроде бы доступно. Поэтому, если кому-то что-то, ну, хочется облегчить поиск, и действительно, может, информация есть, обращайтесь в читальный зал. Запомните, можно начинать с базы данных Саперион. Там, конечно, не вся информация, но, по крайней мере, можно найти. Ну, скажем так, один шанс из 5-10 поиск может быть, даже ближе 1 к 10, может быть успешен. Спасибо. Вопросы есть? А можно есть? Это список верующих, церковные книги, они где находятся? Это исповедальные ведомости. Они находятся у нас в архиве. Я уже говорил, за какие годы. С 1790 по 1865 годы. Но не по Печорскому уезду. Печорскому у нас нет. Вот по гражданской войне, я как-то, у меня дед участник Первой войны, и я как-то... Подожди, гражданской войны? Да. Или Первой мировой? Первой мировой. Первой мировой, правильно выразилась. Вот как-то пыталась узнать там путь, откуда был призван, но не смогла найти. Но он точно в Коме проживал? Да. Ну, вы знаете, Он с Гривы. вы знаете, вот сейчас я просто вот чисто информативно скажу, у нас было признано порядка 15 тысяч человек, но я имею в виду в действующую армию, да? Ну, может быть, и побольше, потому что, к сожалению, вся информация, в том числе статистическая, она очень сильно разнится, потому что
отчеты, которые составлялись в 2017 году по мобилизованным, там в том числе шли мобилизованные на работу. Кстати, мобилизованные действительно были и на производство, тоже была мобилизация. Потом служили многие в других регионах, то есть Сибири, там, в Дальнем Востоке, тогда где не было войны. Ну, что хочу сказать, у меня, по-моему, больше, точно сейчас не помню, но то ли 13, то ли 14 тысяч фамилий у меня есть. И вот недавно, в пятницу, ко мне приходил один товарищ, попросил двоих найти. Одного я нашел по нашим сведениям, и другого нашел. Сейчас же есть портал на Минобороны. Там, конечно, информация еще не полная, но тем не менее. Нет, есть по Первой мировой. И, кстати, вот я стараюсь активно использовать. То есть одного нашел по нашим сведениям, он там не значился, а второго нашел по порталу Герои Первой мировой войны. А вы только списки составляете или еще там, например, боевой путь? Давайте скажем так, боевой путь в документах Первой мировой войны отражался очень плохо. Вот я просто еще раз скажу вот это сведения. Вот для сравнения, да, вы знаете, есть у нас тоже вот выставка виртуальная по участникам русско-японской войны, да. Там порядка 350, по-моему, человек. Из них каждый четвертый, ну, примерно каждый четвертый, каждый пятый был награжден Героем Крестов. По Первой мировой войне, судя по базе данных по Первой мировой войны, которая выложена на портале, это, считайте, из многих тысяч, там, по-моему, вот так, там просто некоторые документы дублируются, по фамилии тоже, ну, скажем, из порядка 6-7 тысяч человек, которые выложены на портале, по-моему, 50 всего награжденных, или 60. Но это ведь не может быть. Просто не может быть, что было всего 1% награжденных, однозначно. Но вот здесь вот, скажем так, вот у меня вот конкретно, да, в архиве, ну, я бы сказал, наиболее поздняя, наиболее полная версия, причем к нам тоже обращались вот потомки участников Первой мировой войны. Вот я почему говорю, всегда надо делать основания. По нашим документам в том числе есть основания. То есть или ссылка есть на портал, там просто на портал есть основания документов, то есть где можно, какие документы конкретно, если человек есть, то есть что о нем написано и какой путь. Боевой путь, в принципе, есть, конечно, послужных списков. Но там тоже, как правило, боевой путь, ну, принят на службу молодым солдатам и так далее, значит, и там пропал без вести, убит, ранен, или очень короткая информация. Только по награждениям, когда идет там немножко более широкая информация, то есть за что он был награжден, и туда далеко не всегда. А вы находитесь на Первомайской 90? Да. А вот ваши контакты, если... На сайте. Сайт? Да, на сайте. Набирайте Национальный архив Республики Коми, там есть контактные телефоны, у нас и всех структурных подразделений, и есть два адреса электронной почты, то есть всегда можете обратиться. Или с заявлением, или по телефонной консультации, или можете прийти самостоятельно. Да? Повторите, пожалуйста, если нет у нас, вас, то необходимо обращаться в Вологодский, Архангельский или Российский? Да, государственный архив Древних актов. Кстати, вот вы знаете, вот самое печальное, да, что у нас много людей занимаются генеалогией. Вот мы составляем какие-то справочники, сами исследователи какую-то информацию находят, а единой базы данных у нас нет. Вот здесь присутствует... Ага, вот Мария. Ага. Она... Так, как он называется? Вот точно... Всероссийский проект «Моя история». Вот, «Моя история» проект, да? Я надеюсь, что мы заключим соглашение, потому что, значит, с Марией у меня был предварительный разговор по поводу того, чтобы собирать информацию, сводную, где, по каким церквям, за какие годы, в каких архивах искать вот, по России. Я надеюсь, что эта база данных будет создана, ну, естественно, не сразу, потихонечку, может быть, просто начать хотя бы от нас сводную, да. Тем более, что это движение, оно всероссийское, поэтому, думаю, представители волонтеров могут связываться и с другими регионами. И я надеюсь, что в конце концов это будет общая база данных. И поэтому здесь, конечно, она будет не именная, а чисто по церковным приходам, по церквям за какие-то годы. Но, по крайней мере, это уже много обязательно будет. То есть не надо будет тыркаться, ага, здесь нет, куда же мне обратиться. Еще можно вопрос? Спасибо. Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вот есть виртуальные уже архивы. Выставлено, по-моему, 2 миллиона некоторых метрических книг. Будет ли у нас
Республики Коми Нет. такой же архив. Сейчас я вам поясню. Вот я насчет теперь вам рассказывал. Видите, государственные усилия к чему привели? Хватило на 2 года, а потом плюнули. И причем изначально, получается, программа была запаролена. Я не знаю, с какой целью паролится программа, которая создана для всеобщего доступа. Может, там регистрация или что-нибудь. Но программа не завершена. Она вообще просто, знаете, вот брошена. Вот так. Все. Поэтому по нашим возможностям, нашего архива, у нас, конечно, ресурс электронный создан, но им можно пользоваться только в архиве. Наш сайт этого не потянет. Просто элементарно. Можно писать рекламу, да? Все справки платные в архиве, да? Ну что вы, почему все Вы знаете, во-первых, можете бесплатно приходить работать. Давайте скажем так, платно мы берем, если вам нужна копия, да, вот, документа, вот, ну вот нашли вы что-то, вам захотелось, это платно. Вы можете бесплатно искать. Еще, конечно, если мы осуществляем поиск, то, конечно, это платно, но понимаете, есть тоже исключения. То есть вот мы сможем, во-первых, человек, ну, скажем так, в возрасте, мы всегда идем навстречу. Потом, ну, естественно, потом человеку надо, да, скажем, на памятник, еще куда-то, мы тоже идем навстречу, то есть в плане, ну, если человеку нужна надпись, ну, дата на памятник, ну, не будем же мы в этом деньги зарабатывать. Правильно? Спасибо Леониду Аркадьевичу. Знаете, если весь мир, его слова ищите и обрящите, да, как у нас получилось, чтобы искать будем. Еще мы хотели бы дать представителю слова Марии. Мария, представьте, пожалуйста, вот можно туда выйти, потому что съемка, читатели уважаемые, у нас съемка будет для тех, кто не смог присутствовать. Или если какие-то нужны будут уточняющие сведения, можете к ним потом обратиться к съемке. Здравствуйте, меня зовут Филиппова Мария, я региональный координатор всероссийского проекта «Моя история». Этот проект запустили Всероссийское общественное движение волонтеров Победы. Главная цель этого проекта – помощь в поиске информации о предках. То есть к нам обращаются люди, мы им помогаем, подсказываем, куда им можно обратиться и направляем их. Также наша работа, она делится на 2 направления. Это просвещение, то есть мы получается, то есть мы выкладываем посты о пройденных мероприятиях, которые касаются моей родословной. Также вот помощь по интернету гражданам в составлении родословной. У вас какие-то вопросы уже возникли? У вас группа ВКонтакте, да? Да, у нас есть группа ВКонтакте, официально называется «Волонтеры Победы», это всероссийская группа. А также есть группа по Республике Коми, она также называется «Волонтеры Победы. Республика Коми». И также по Сыктывкару, там такая республика, вместо Республики Коми, по Сыктывкару. Так. Может, еще какие-то вопросы есть, пока вспоминаю. Вы помогаете прям реально, вот помощь, вам нужно обращаться? Да, к нам можно обращаться. Получается, с прошлого недели назад уже запустили этот проект. И на официальном сайте «Волонтеров Победы», который федеральная группа, там есть кнопка, называется «Моя история». Вы на нее нажимаете и там заполняете заявку. Да. То есть нам эта заявка приходит, и мы вот с вами связываемся и решаем ваши проблемы. Могли бы привести пример, как это происходит? То есть, вот, с чем человек пришел, например, и мне не очень понятно информацию. Пока такой работы не было, потому что дело в том, что у нас не заключено соглашение, но если будут поступать к нашим волонтерам подобного рода запросы, я думаю, вот они будут исполнять, и вот, пожалуйста, еще лист безвозмездного получения информации. Но пока в работе нет. Пока говорить, мы рано молодцы, по крайней мере, И вот, как говорили, наша главная задача, точнее, одна из главных задач – это создание базы данных уже по всей России.
А скажите, а в Архангельске есть такая же группа? В Архангельске? Чтобы по Печорскому уезду узнать там? Российская. Ну да, но конкретно именно областной архив Архангельска тоже они обращаются. А как? На каком основании? Я, например, дважды ездила, ничего там не предоставляют. Вы знаете, Надо понимаете, только запросы. Архангельск и Вологда, они все-таки, ну скажем так, немного более меркантильные организации. Да, они нам И ничего не дадут, поэтому только да. оплаты. Ну, кстати, я думаю, те, кто обращался в Рогода, государственном архиереи, как-то, они же тоже, когда получали копии, тоже приходилось платить, и, наверное, не маленькие деньги приходилось платить. И поэтому в этом плане, конечно, в плане, скажем так, платности мы вообще позади России все. Мы все-таки понимаем, что люди ведь, вот, скажем так, плата, она убивает живой интерес. Поэтому мы ведь вынуждены просто брать плату, потому что, сами понимаете, финансирование государства, вот как я в таких примере с регионом, очень, извините, по остаточному принципу остатка, я бы так уже сказал. Также мы набираем волонтеров, то есть если вы хотите посодействовать, помочь кому-то составлению тем же самым предословным, можете мне написать, и я вас включу в группу, нашу команду волонтеров. Будете нам помогать и также развиваться вместе с нами. Я так не поняла, почему может быть оказана помощь. Что вы делаете? Ну, приведите какой-нибудь пример, какой-нибудь запрос. То есть что, в чем ваша... Еще не было. Они же для чего-то собрались, что могут сделать. Мне не очень понятно, насколько... То есть я никогда этим не занималась, я сама не понимаю, что нужно делать. Хочу понять, чем вы сможете мне помочь, или мы с вами, условно говоря, на равных, оба сидим и не знаем, что же с этим делать. Вот, то есть, чем вы можете помочь? Что вы будете... Вот я к вам обращусь. Чем вы мне поможете? Да, вот что после этого вы будете делать? Просьбу сейчас озвучите, например, что... Вот я хочу понять, что я могу озвучить. То есть я что-то я про своих предков, конечно, не знаю. У меня есть фамилия, имя, отчество, год рождения и место гибели человека конкретного. Что вы с этим сможете сделать? Так, мы сейчас включаем договора, соглашение с архивами, и вот мы будем искать информацию, запрос в архивах, ЗАГСах и... Уважаемые исследователи, не мучайте вы нашего волонтера, потому что еще соглашение не заключено. Она еще сама не работает с этими документами, она особо не понимает, что это заключается. Поэтому просто она, условно говоря, рассказала о проекте, о его перспективах. Понимаете, да. То есть, вот когда у нас будет заключить соглашение, когда они начнут работать, они поймут, насколько это трудно, насколько это полезно. Вот через какое-то время вдруг соберемся опять же вот таким сообществом, да, в следующий раз. И вот вас спросим, так, Мария, а что вы там наделали? Сейчас просто не надо ее мучить. Но если человек попал без вести, например, и неизвестно где и в каком году, то есть с этим конкретно вы ничего сделать не сможете. Здесь зависит от того, где, когда и Да, мне кажется, если это часть конечно, Мне кажется, в идеале вот работа Марии и коллег будет заключаться в том, что они часть функций возьмут на себя. Но вот в идеальной, как бы, идеальная модель. Давайте будем считать так, что они какую-то часть сделают. Ну, например, меня как обыватель, я вообще далека от этого, но хочу. И Мария даст какие-то пути. То есть, грубо говоря, они просмотрели 10 сайтов и обо мне фамилию, ну, о моих предках не нашли. И скажут, тогда, Снежана, вам лучше пойти в архив и, ну, поработать со мной. Они, наверное, мне кажется, какая-то функция отсечь лишнее. Это тоже важно, потому что все знают, насколько скрупулезно по времени работа. Они будут запросы в архивы делать, раз соглашение Нет, заключают. естественно, они планируются, конечно. Какие-то документы вы тоже будете собирать, например, вот у каких-то семей? Есть какие-то архивные документы? У нас главная задача вас направлять. То есть мы не будем составлять сами. Мы будем вам помогать. Спасибо огромное. То есть Елена Гильевна, главный библиограф нашего отдела. Елена Гильевна Николаевна. Наши фонды тоже не хуже, чем архивы. Вы можете всегда прийти и воспользоваться. Вы знаете, что наша библиотека – это самое большое книгохранилище в Северо-Западе, в фонде которых
находится 2,5 миллиона документов. Она также обладает удивительным, огромным фондом краеведческой и национальной литературы. Фонд краеведческой литературы, он универсальный. Это и печатные издания, это электронные издания, это и рукописи, это и аудиоиздания, и журнальные, да. И при составлении родословных к нам ведь очень много людей приходит. Потому что иногда даже не архив им поможет найти, а наша библиотека, вот наш отдел. Мы очень многим помогли, а потом уже отправляли их в архив. Ну, конкретно, что да, конкретно, по книге, иногда по публикации, иногда по книге памяти, покаяние. У нас очень много. Книга памяти — это вообще бесценный источник. Вот. И я читала, что обычно, ну я сама не занимаюсь, конечно, родословием, хочу просто представить вам источники, что обычно начинают еще уточнение населенного пункта, где находился, где проживал, то есть к какой волости относился, к какому уезду, какой губернии. Вы же знаете, что мы были и Вологодской губернии принадлежали, и Архангельской. И поэтому в наших фондах есть такие, можно использовать списки населенных пунктов. У нас есть очень редкие издания. Вот это вот, которое административное территориальное отделение, Коми, СССР, Республики Коми, это более современное. А так вот у нас есть первый список населенных пунктов был, как вот по источникам, создан в 1920 году. Именно Коми край, а не Вологодской губернии или Архангельской губернии. Вот. Но он опубликован был в каком-то сборнике, и лишь в 1927 году вышел сборник, вот такой, список населенных мест автономной области Коми. Тут вошли как раз вот это 20-й год, перепись населения, и 26-й. 1900? 1900, да. Ну, что можете посмотреть? Потом был список населенных пунктов Коми области, это 30-го года. Это вот, я вам представляю то, что старые, редкие издания, вы их можете не найти ни в архиве, ни в музее, только вот у нас. А вот список населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 22 года тут содержит сведения о Мезенском и Печорском уездах. Вот это чудо 22 года Архангельска. Как она еще раз, список? Список населенных мест Архангельской губернии на 1 мая 22 года. Также бесценным, наверное, источником по родословным считаются переписи населения, которые вот у нас проводятся в наши дни. Они все у нас в фондах есть, все итоги переписи. Но я вам хочу представить вот... С каких годов у вас есть? Вот что вот из редких, что я вам сейчас, потом можете посмотреть. Вот итоги переписи населения 1920 года по Северодвинской губернии. Но сюда вошел Усть-Сысойский уезд 2020 года. Итоги союзной переписи населения 26 года. Фамилии, да? Нет, не фамилии, населенные. то есть какой волости, уезду они принадлежали. Это маленький пусть. Так они 20-х годов. Людей туда не брали. Там еще и Печорский край есть. Там Печорский край есть? Печорский край есть. Вот у Архангельска есть. Они же входили в Печорский, Мезенский, они в Архангельскую губернию входили. Вот. Также у нас часть рукописи была отправлена в 1860-х годах. Была часть рукописи отправлена в Санкт-Петербургскую публичную библиотеку
сейчас Российская национальная библиотека. И мы сейчас это восстанавливаем. Вот мы заказывали в 2005 году писцовая книга 1608 года и переписные книги 1646 и 1678 годов погоста, деревень, Ковчинка, Дворов, Сысоевской волости, Яринского уезда. И вот другие, которые могут пригодиться в работе. Нет, вот еще тут документы. Посмотрите. Это очень ценные источники. Вы, наверное, может, уже многие из вас приходили и занимались. Вот тут документы по истории народа Коми вошли одна писцовая книга. Одна писцовая 1628-29 годов и две переписные 1646 и 1678 года. Это очень большим спросом пользуется, потому что здесь уже современная орфография, а в рукописях она читается, плохо читается. Это уже Мацук, Михаил Мацук и Воскобойникова. Совсем недавно, еще в 2015 году, уже дальше, тоже край, Коми-край, в начале 18 века, тут переписная книга Яринского уезда 1710 года. Потом вот наши исследователи. Вы, наверное, все знаете Анну Малыхину, да? Она составила род Ивана Алексеевича Куратова, нашего народного поэта. Ой, первого поэта. И вот она хотела сегодня прийти, но заболела. Сказала, что готова сотрудничать тоже. И может даже помочь составить, вот родословная у него такая книга была. Руководство по составлению родословной. Она готова рассказать. Ну, как-то пытается, у нас потом, если захотите, а вот так она вот недавно, буквально, она вот нам подарила две книги. Род Ленина и семья Городецкий. Это из Сыктывкара. Она очень много этим занимается. Да, конечно. И многие вот наши читатели, они издают, может, вот 3 экземпляра, да? Но все равно принесут хоть один экземпляр, но они принесут нам, чтобы оно сохранилось. Да. В 2015 году, наверное, тоже знаете, своим родом Михаил Дмитриевич Игнатов издал род Игнатовых на Верхней Вычегде. Когда у нас было мероприятие, он сказал, это дело всей моей жизни. Если собрался до 14 века, что ли, вот все. Можно повторить, пожалуйста, Игнатова, Михаил Дмитриевич. Вот, совсем недавно, как попала эта книга к нам, бисер вожишь, до 7 часов сейчас лишь последец. Какой-то, не знаю, у автора Иван какой-то Панюков. И он на Вишере исследовал вот роды разных деревень. Много-много деревень. Прямо кто жил, когда жил, какие фамилии были. Вот. Ну, тоже известно. Брали уже это. А какого года издания это? 98-го, по-моему, уже, 99-го. А, вот а музейный работник был Панюков такой где-то вот. Нет, это не он. Там Александрович Панюков. А, да? Из Картпироса. А это какой-то Михаил. И как она к нам попала? Дочь работала в Министерстве просвещения. Кому-то, наверное, нужна эта будет информация. Да, это известно. То есть он уже перелопатил архивы. Это известно. Потом очень много исследовала Сытыгинский район. Это Мария Ивановна Юсова. Вот она наша коллега. Она как ушла с нашего отдела и занялась вот этими родословными. Вот.
сделал родословную роспись уроженцев села Выльга за 16-20 века. И все, что... Тут, по-моему, 28 фамилий вот в этом сборнике. Также она... Это прямо уже Петра поработать. Поработать со всеми этими источниками. Да, вот еще из Вильна семья Худяевых тоже. Именно Мария Ивановна составила родословную Калистрата Фаларевича Жакова. Да, знаете такого профессора, уроженец Выльгарта. И в 2014 году стартовал вот такой проект. Вот такой проект «Крестьянское родословие». Да? Этим стала заниматься Анна Николаевна Стевкова. Да? Вслед за ней также 2 книги выпустила Светлана Савельева. Наверное, знаете их все. Вот предисловие, даже Марка вот пишет. Это спикер Госдумы на сегодня. Исследование сделано в таком ракурсе, на мой взгляд, еще не было не только в истории нашего края, но и в целом по России. Вот Светлана Савельева согласилась тоже с нами сотрудничать, она будет приходить. Еще у нас книги архив гостей Панкратьева. Может, кто-то, когда делает свою родословную из Усть-Выльны или вот там Межпогодского района, то можно воспользоваться вот этими. Панкратьев это был купец московский. И он держал это соливаренный завод. Но, к сожалению, у нас нет 4-го тома, на 4 томах, но мы заказали. Потому что читатели уже спрашивали, почему у нас нет. Так что приходите, у нас очень богатые. Спасибо. Уважаемые читатели, вот хотели бы с вами обсудить, спасибо Ирина Гельна, она у нас... Я еще скажу, да, если захотите, я могу вам сделать обзор, где можно найти по Первой мировой войне источники. Или по Великой Отечественной войне. Потому что у нас есть по Первой мировой войне, и по той есть.